Всем добрый день. Сегодня покажу мою концепцию, собственно, якутских ножей. Да, якобы якутских ножей. Вот, значит, два ножа сегодня. Широкие достаточно оба. Один поменьше, другой побольше. Так, вот первый нож. Вот такая вот концепция, да. То есть он достаточно широкий. Борта у него достаточно узкие. И дол выкован почти по всему лезвию, да. Рукоятка в данный момент выполнена из дуба, да, и вставка у него из другого дерева, грубо говоря, потому что здесь слива, здесь, как это сказать-то, сувель березы, но это все может меняться, соответственно, двух одинаковых не будет. Так, это один делался на заказ, и второй нож. Он похож на первый, только немного шире, соответственно, вернее даже намного шире, порядка 3 сантиметров, 30 миллиметров. Так, и рукоять здесь выполнена из мореного дуба, также вставка из сувели березы, и, соответственно, в качестве больстера вот здесь вот слива идет, потому что слива очень такой твердый, это корень сливы, очень твердый материал, он достаточно хорошо здесь служит, хотя больстер, в общем-то, в этих ножах не нужен. Больстеры нужны были когда-то, когда в древние времена просто нож с достаточно узким хвостовиком просто забивался, да, и, соответственно, здесь ставился больстер, а здесь тыльник, соответственно, ставился тыльник, да, с дырочкой, и хвостовик просовывался, он просто проклепывался, и все. И, естественно, он ни на какой клей не сажался внутрь, а просто был туда вбит в отверстие, поэтому, чтобы он особо не шатался и чтобы, так сказать, выдержала вот в этом месте нагрузку от хвостовика во время реза, ставили вот сюда больстер. Здесь этого ничего не будет, потому что внутри клей, на клей посажен сам хвостовик, сам нож, то есть все, как бы нагрузка распределяется очень равномерно по всей рукояти. В общем-то, вот так, да. Ну, не знаю, вот такой. Кто-то говорит, что нафиг нужны такие якутские ножи, но с другой стороны, некоторым нравится именно такой концепт. Вот такой вот, да. То есть широкий, большой нож. Этот поуже. Такой же по длине, 14 сантиметров, 140 миллиметров. Вот такие два ножа. Все, это моя концепция. Я делаю именно такие якутские ножи. По цене примерно, если сориентировать, то вот такой вот нож, это сталь 9ХС. 9ХС, размер до там 14 сантиметров, грубо говоря, будет стоить 2000 рублей. Свыше там 15-16, кому-то надо там 17-18, может быть, это будет стоить 2500 рублей. Ну, по рукоятке, рукоять могу сделать из чего угодно, за ваши деньги, любой каприз, собственно. Могу и из ноги страуса сделать, в общем. Но придется просто заказывать за дополнительные деньги, естественно, это будет дороже. Поэтому, из чего делаю, что есть, какой материал на данный момент, дуба много, делаю из дуба. Вот, сувель береза сохнет, будет сувель, будет немножко подороже, потому что материал поинтереснее, но тем не менее так. Так, вот такой вот нож, это у нас идет ШХ-15. ШХ-15 это подшипник, да, вот, это подшипниковая сталь, ШХ-15. А такой будет стоить в размере 14 там, сантиметров до 14 750 рублей. Если короче, соответственно, 1500 рублей. Да? Если сталь попроще какая-нибудь, ну, скажем, углерод какая-нибудь У10 там, или, допустим, 65Г, это, то есть, напильник, да, углеродистый, это У10, или 65Г, это лишь 40, то такой нож будет стоить 1500 рублей. Ну, в районе, плюс-минус. Вот, соответственно. Все, на этом я про свои якуты заканчиваю. Всем пока. До встречи.